избавился от этой привязанности. Иди с миской подаяния и проси милостыню. То есть ты должен жить не на свои деньги, а на то, что тебе дадут другие люди. И некоторые святые описывали этот опыт, как говорят, вот первый человек, у которого я просил милостыню, достаточно бедно жили, но ощущение было, как будто я царь, который вот всем сущим владею, и это не было чем-то унизительным, это было настолько мощно, что ощущение любви, единства со всем сущим, и это не было унижением. Это человек не зависел от мнения того, что другие думали. Вот он с миской идет на подаяние, просит. На самом деле этот человек святой гораздо богаче был, в материальном мире, чем многие те, кто высказывали мнение. Единственное, что он выполнял свою практику, слушал то, что ему сказал духовный учитель. И вот такие ощущения переживал, когда мнение других людей, по сути, теряет свое значение. Позже многие святые, которые выполняли такую практику, возвращались к мирской жизни, но они уже не зависели от нее. То есть они могли даже быть достаточно, занимать высокие посты. Иногда это были цари, князья, в той же Индии, потому что мне интересна история Индии, история святых. Не только, скажем так, Индия, Тибет, в том числе частично христианские святые, мусульманские святые, буддийские, индуистские, все это вместе. И очень много всего можно полезного изучить, понять, исходя из опыта их переживаний. Даже российские есть святые, которые живут на текущий момент. Но кто-то хочет, чтобы о нем знали, кто-то не хочет, чтобы о нем знали. Поэтому я так вскользь скажу, что они есть и достаточно высокий уровень. Да. И у каждого человека, у него своя на этой земле задача. То есть, конечно, не может каждый, допустим, жить на подаянии, быть святым или царем тем же, да? Но у каждого своя есть какая-то функция. Самое главное, чтобы человеку определиться, какая. И если он узнал о том, какое у него предназначение, но это предназначение ему претит, это значит, что у него есть блок на исполнение своего предназначения. Те же негативные программы, проклятия по роду, всякие проклятия в этой жизни. Что мы называем негативом? Это когда ты не можешь, допустим, исполнить свое предназначение. Но если ты идешь по пути своего предназначения, потом ты проходишь этот барьер и расслабляешься совершенно. У каждого же, допустим, свой талант, свое призвание. Каждый в этом мире должен выполнять функции. Допустим, если бы все делали одно и то же, остальное бы пришло в полное запустение, да? Допустим, человеку бы сказали: твое предназначение высшее в том, чтобы быть дворником. А у него стоит блок, он считает, что у него программа прям негативная, что дворник — это очень негативная, бедная, рабская профессия, которая не может принести никогда денег, и так далее. Владимир Николаевич, представь, что тебе духовный учитель сейчас бы сказал: ты должен пойти работать дворником. Что бы ты сделал? Я бы пошел работать, потому что, возможно, у моего духовного учителя намного выше спектр обзора. Он видит мою судьбу по прошлым жизням, по текущей жизни, генетические какие-то склонности. И поэтому для себя уточнил, что если мне мой учитель говорит: делай так, лучше сделать так, чем пытаться от этого всего увильнуть. Да, хорошо. И ты послушался и пошел работать дворником.
Вот закрой глаза сейчас и представь этот момент. Мы сейчас все можем это представить. 5 утра. 5 утра человек встает утром на работу. Вокруг тишина, туман. Вот представь, допустим, осень. Ты встаешь, садишься утром дома, пьешь свой утренний кофе. Ну и что у тебя немножко денег, но ты встаешь, ты видишь магию тишины. Ты выходишь, одеваешься, выходишь на улицу. Идешь, получаешь свою разнарядку, потому что каждый дворник утром получает разнарядку в ЖКХ. Берешь свои инструменты и идешь, вот, допустим, к Нижнему пруду. И чувствуешь вот эту тишину. Никого ведь здесь не будет, народа нет здесь, ты убираешь листья. И какое же прекрасное блаженство. Когда бы ты это почувствовал? Когда бы ты это почувствовал, если ты не стал бы дворником? А тебе, может быть, в этой жизни нужно было эту тишину поймать, вот это счастье, да, стоять или там мести, или раздувать листья. Понимаете, вот если человек расслабился и принял, он увидит кайф в любой профессии абсолютно. Он делает мир чище, он убирает листья, это в этом тоже свое удовольствие есть. И он поймал вот эту тишину, когда никого нет, а ты вот хозяин этого парка. Ты хозяин вот этого великого парка природного. Ну и так далее. Знаешь, я вот когда прожил, немножко меньше, чем полгода в районе ашрама своей бабы, мне были очень интересны различные истории. И историй достаточно было много интересных о том, как очень богатые люди, они приезжали, своя баба селила их не в отдельные номера роскошные, а туда где-то, где человек 200. 200 даже? Я думала, 8-местка. Нет, 200. Там, где кровать, как в армии. И человек, представьте себя, у него где-то в Европе несколько миллионов долларов на счете, у него роскошный автомобиль, у него свой самолет. Он приезжает, здесь живет в общежитии. Еще 200 человек, не таких же, как он, а из разных слоев общества. Абсолютно из разных, и в Индии еще прибавим жара. И в этом помещении нет кондера. Да. А еще интереснее, если Сайбаба скажет, возьми метлу, помети тут. Возьми, скажем так, тряпочки, пойди там в госпитале нужно убрать. Вспомним, книгу есть «Молиться, любить». Она же мыла там полы в Индии, в ашраме. Вот. Хотя она была богатая американка. Иногда гордыня человека, пусть даже у него в деньгах есть все, а в духовности на следующий этап, чтобы сделать следующий шаг, нужно избавиться от программы. Я знаю лучше все, я уже все знаю, зачем мне это? Я лучше других, я лучше понимаю. И вот такие программы гордыни, они достаточно... Их сложно убрать, потому что человек не осознает их. Эта профессия не по мне. Я уже тут сделал себе имя. Там, неважно, какое имя. То есть богача, какого-то бизнесмена, экстрасенса, целителя. Зачем мне это делать, заниматься? А иногда на следующий этап, чтобы пройти, нужно от этого избавиться. Как избавиться? Нужно Пойти взять на ту аскезу. работу. Да, тапас, выполнить духовную практику, тапас, аскезу. А если человек не возьмет, на следующей жизни он всю жизнь проработает дворником. И еще может бывает, даже не одну. Иногда так бывает. Пока не примет, пока все не примет. Пока он не пройдет это блок и вот это предубеждение. Он будет жизнь из жизни работать дворником. Почему духовные учителя видят насквозь? Что-то вам говорят, вам кажется нелогично, глупо. Вот многие у меня на канале смотрят гадания. Как нелогично и глупо мне выпала позиция, говорит человек. Стоп. Ты нашел гадание, ты выбрал сам позицию, высшие силы тебя на нее что сделали? Толкнули. А чего же ты им так отвечаешь? Это же не я тебе говорю.
Это же ты нашел, и ты смотришь, и ты взял вот эту сам позицию. Ты же почему меня не слышишь? Потому что ты думаешь, это я тебе говорю. Ты меня в авторитет, да, не ставишь? А если бы ты понял, что это тебе высшие силы говорят? Во всем нужно видеть какой-то смысл. По крайней мере, можно не принимать на веру все, но постепенно осознавать, чем это мне может послужить в моей жизни. Как Конечно. мне посмотреть на себя со стороны, что необходимо изменить, чтобы получить желаемый результат. Иногда вот такая гордыня встречается, вот пара вроде бы все хорошо, поссорились со стороны там либо девушки, либо мужчины, включается гордыня. И эта гордыня, ну, не позволяет вот нормально жить в отношениях. По сути, пара достаточно гармоничная, если убрать эту гордыню. И проблема в чем? Кто-то должен пойти на уступки. И поэтому вот такие практики, когда человек берется, ну, за какую-то волонтерскую работу даже, да, вот выйти где-то в парк, дворники же не все могут убрать, просто взять безопасным каким-то способом, там, перчатки, либо палочка, мусор убрать, все. Он себя унизил, на самом деле он не унизил себя, он вот эти представления ложные о себе, что я лучше других, он это убрал в себе, он смягчил. И вот такая практика волонтерства, сева, selfless service, это вот в Индии просто название, другое волонтерство, они помогают человеку взглянуть на себя со стороны, пересмотреть позицию и изменить, потому что нельзя изменить ситуацию, если ты варишься в этой ситуации. То есть нельзя изменить состав супа, если ты сам варишься в нем. Все. То есть нужно что-то привнести извне, другое. А как увидеть другое? Просто действовать по-другому. И вот практики устранения гордыни, когда волонтерство, сева, они очень полезны. Да. Ну что ж, мы уже скоро закончим свою прогулку. Нам пора с вами прощаться. Пишите свое мнение о нашем с вами разговоре. И мы надеемся на обратную связь в том плане, что смогли бы вы вот работать тем, кем бы вас поставил ваш духовный учитель, пусть даже на время. И смогли бы вы преодолеть вот эту внутреннюю гордыню или блокировку. Всем пока, удачи вам, счастья, любви и процветания.